Сегодня 22 декабря 2025 года, 18 часов 43 минуты по Берлину, 20 часов 43 минуты по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую и извиняюсь за то, что опоздал. Так, сегодняшний наш стрим называется «Россия после поражения в Украине. Ставка на мировую межрелигиозную войну». Об этом и многом другом давайте поговорим, но сначала напоминаю всем тем, кто находится во временно оккупированной Ичкерии, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и не распространяйте ссылку на наш стрим и не пишите информацию, которая может вас как-то идентифицировать, как-то может вас определить. Все остальные присоединяйтесь, задавайте вопросы, пишите комментарии, ставьте, распространяйте ссылку на наш стрим. По какой-то причине, которую я еще до конца не понял, монетизация на YouTube-канале включена, полностью в правах наш YouTube-канал Reality восстановлен. Не знаю, с чем это связано. Я 6 лет им писал письма, всячески пытался бороться с этим, но обращался к диаспоре, к разным американским. И вот включили монетизацию. Не знаю, что это значит. Поэтому, пожалуйста, друзья, теперь будет у вас реклама, она вас будет немножко раздражать. Но зато теперь наш канал будут везде, вероятно. Точно не знаю, как у них работают алгоритмы, но наш канал будут везде рекламировать теперь и показывать. Соответственно, фактически мы вышли из серой зоны. Хотя на территории фашистской России наш YouTube-канал Reality до сих пор запрещен. Я сам признан экстремистом и террористом фашистской русней, хотя я раньше их признал таковыми. И наш канал, и наша правозащитная ассоциация также признаны экстремистскими. Поэтому, друзья, вот такие вот дела. Поздравляю вас всех и себя тоже с включением монетизации. Всем, кто в этом мне помог, если кто-то таковой имеется, отдельная благодарность тем, кто помог восстановить монетизацию. Сегодняшний свой вопрос в YouTube я задал: спровоцирует ли Россия межрелигиозную мировую войну? Давайте об этом и многом другом поговорим. Но вначале немножко вам новостей от ведущих средств массовой информации. Ведущих просто. Ведущих. Итак, в Москве убит генерал московский, российский, взорвана машина, начальник управления генерального штаба, генерал-лейтенант. Сейчас, одну секунду. Как этого нашего генерала зовут? В Москве из-за подрыва машины погиб начальник управления Фанил Сарваров. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве с общеопасным способом, то есть не терроризм, и незаконном обороте взрывчатых веществ, то есть не терроризм. Продолжается осмотр, ну и так далее, и так далее. Это не первый генерал, которого на России взрывают, так как Украина чаще всего не берет на себя ответственность за эти акции, то, вероятно, сами ликвидировали. А если они это не говорят терроризм, по статье терроризм не возбуждают дело, то это тоже может намекать на то, что все-таки за этим могут стоять российские спецслужбы. Российские спецслужбы уничтожают, уже давно сажают, уничтожают российских военных. То есть российское ФСБ уничтожает российских военных, так как войну они проиграли в Украине. Это 100%. Сейчас задача идет как можно больше ослабить Украину, чтобы Украина максимально была слабой в момент, когда Россия все-таки вынуждена будет признать капитуляцию, либо дотянуть до времени, когда Россия разожжет мировой пожар межконфессиональной, межрелигиозной
цивилизационной, межцивилизационной войны, о котором я, например, вижу отчетливые следы, о чем я вам много времени уже говорю. Еще с октября 2023 года, еще до этого было понятно, что Россия пытается разжечь такую межрелигиозную войну между христианами и мусульманами. И сейчас Россия не оставила этих попыток, и все больше и больше мы видим признаков того, вот с тех пор, как они пытаются разжечь межрелигиозную войну. Причем украинских патриотов хотят приравнять ну, такая страшная вообще, такая страшная картина вырисовывается, друзья. Их хотят приравнять где-то убийцам, их хотят приравнять к радикальным исламистам, которые, как мы знаем, мировым сообществом выведены за рамки человечности, и их там потихонечку ими манипулируют. Фактически все террористические акты, которые происходят, ну, большинство, за этим стоят спецслужбы. Чаще всего российские спецслужбы. Чаще всего. Это не эти специалисты. Не могу ограничить только российскими спецслужбами, но по большей части это делают российские спецслужбы. И об этом я хотел бы поговорить, друзья. Это очень важно, очень опасная тема, очень серьезная тема, и она очень важна. Мы не можем молчать, когда мы видим, как Россия пытается 24 августа 2025 года, в День независимости Украины, террористическая банда ФСБ отправила своего офицера, полковника или подполковника Алексея Титова закладывать самодельное взрывное устройство в виде газового баллона в центральный детский магазин на Лубянской площади, где произошел самопроизвольный взрыв, и Алексей Титов получил тяжелые ранения. Не знаю, жив он до сих пор или нет, но то руки оторвало, то ноги оторвало. Фактически говоря, ФСБ было поймано на оторванной, прям с поличными, прям за оторванную руку, прям было ФСБ и поймано в этом. Через 3 дня в Миннеаполисе произошел расстрел детей, как мы знаем. Благовещенские религиозно-христианская школа была расстреляна, где погибли и взрослые, и дети, получили ранения и взрослые, и дети также. Стрелок, сумасшедший самоубийца, который также намекал, как и 24 августа, на связь, да, с украинскими патриотами, с украинской стороной, что вот именно украинцы перед 1 сентября 24 августа заложили бомбу, чтобы убить детей. Если бы произошло то, что хотела ФСБ, я думаю, сейчас бы на всех каналах везде трубили бы о том, что это украинские патриоты, как они их называют, нацисты, фашисты, убивают детей, русских, российских детей. И был намек именно 24 августа, День независимости Украины, на то, что это делают украинцы. С таким же намеком действовал такой, знаете, не прямое указание, а вот подтекст. А подтекст в Миннеаполисе, когда террорист расстреливал детей и взрослых, заключался в том, что в Миннеаполисе живет самая большая украинская диаспора, и у этого стрелка на оружии, на магазинах патронах были указаны, ну, были надписи на кириллице с намеком на украинский язык, видимо, или с ошибками, или вот с этим намеком все это делалось. И в итоге, благодаря тому, что мне удалось быстренько привлечь к этому внимание, на мой взгляд, я думаю, это так сошло на тормозах, и, ну, пристегивали даже и надпись, и ненависть, которую писал вот этот стрелок. Это все указывает на керченского стрелка, такого, тоже предыдущего такого же бандита, террориста, который стрелял в людей. И тоже все указывало на связь с Украиной. И в этот момент, обратите внимание, здесь идет не просто противопоставление против всего мира, против украинских патриотов и националистов. Идет противопоставление против евреев, украинских националистов и патриотов. Как это было в отношении чеченцев, когда нам рассказывали, что там мы должны взять Иерусалим, у нас оккупированная столица Грозный, у нас убивают каждый день русских людей,
а нам рассказывали, что нужно взять там, я не знаю, Иерусалим или еще что-то и так далее. И вот таким вот образом противопоставляются две этнические, религиозные группы. И таким образом они стравливаются. И вот происходит событие убийства сразу через 3 дня после самоподрыва Титова в Миннеаполисе происходит убийство этих детей. Затем через 3 дня происходит убийство Андрея Порубия. И таким образом украинцы, которые, ну, в кавычках я все это говорю, да, чтобы было понятно, украинцы, которые якобы взорвали, он по плану должен был быть взорван, этот центральный детский магазин, убивают русских детей, потом американских детей. Это все объединяет, это все мы, чеченцы, проходили на себе лично. Мы, чеченцы, это все испытали на себе, когда под видом борьбы с международным там, исламским терроризмом, еще с чем-то, Россия сама проводит эти теракты, потом предлагает условия, находит своих либо полезных идиотов, либо своих агентов на Западе, в том числе в Соединенных Штатах Америки. И потом они вместе, опечаленные, огорченные вот этим трагическим событием, представьте себе, сейчас детей начали убивать. Детей, конечно, и раньше русские убивали, и в Бесланской школе убивали, и в 99-м, когда Путин приходил к власти, дома взрывал. Ну и, конечно же, чеченских детей никто не считал, потому что и до 99-го года, и после 99-го русские массово убивали чеченских детей. Но когда это делает кто-то другой, для нас это как-то шокирующе становится. И вот сейчас идет охота на детей, и убийство детей идет. Самое подлое, самое грязное, что только возможно. Причем убийство детей, это сейчас просто на украинцев хотят перевалить, на них взвалить вот эту ответственность. Но Россия совершает убийство детей очень давно, очень давно. Это ее излюбленные методы. Самое, что вам на голову не налезет, все, что вам в голову не придет, все это Россия уже неоднократно совершала в самой извращенной форме. Чтобы было понятно, как Россия ведет свою вот эту деятельность. И сейчас происходят новые события. После того, как 7 октября 2023 года российско-иранская ЧВК Хамас совершила и Хамас, и не только они, там еще есть коммунисты, там еще есть там разные группировки, которые совершили акт геноцида против еврейского народа. Произошли вот эти события, и одновременно с тех пор Россия начала просто массово, знаете, на таком старом советском научном подходе заниматься, как она раньше занималась там антиисламскими движениями, да, антимусульманским движением, теперь она занимается антиеврейским движением. Евреи пьют кровь детей, убивают там этих. Ну, короче, все, что в истории КГБ в свое время лепило про них, все это сейчас достается и снова выкладывается. Причем при этом, нужно отметить, Нетаньяху, премьер-министр Израиля, постоянно пытается отойти от обвинения в сторону России. Вот абсолютно все время, даже после 7 октября, на день рождения Путина, как мы знаем, был акт геноцида еврейского народа совершен в 23 году. Несмотря на это, ну вот не видят в упор. Иран видят, какие-то арабские страны видят, весь 2 миллиарда мусульман за этим видят. Понимаете? А вот Путина не видят, Россию не видят, ФСБ не видят, ГРУ не видят. Понимаете? Очень странное такое понятие. Вот происходят такие события. И вот происходит следующее. 14 декабря этого года, 25 года, происходит в Сиднее, в Австралии, когда евреи празднуют свой религиозный национальный праздник Ханука. Там совершается нападение отцом и сыном. Люди, кто-то говорит с Индии, кто-то говорит люди с Пакистана, но мусульмане, явно понятно, что мусульмане, совершают страшные убийства 15 человек. Один террорист сам погибает, второй ранен. И также хотелось бы отметить, что именно в этот момент просто невероятно, насколько мужество проявили себя люди.
Просто я был восхищен, когда смотрел эти кадры, когда вот этот Ахмед Аль-Ахмед напал на стреляющих. Вот они лежат, куча людей там прячутся за машинами, по ним стреляет. В этот момент нападает этот Ахмед Аль-Ахмед, выбивает, забирает у него оружие, у этого отца, вот кто стрелял из этих двух террористов. Потом он уходит к своему сыну, берет следующее оружие и уже в Ахмеда стреляет. Хотя Ахмед его не застрелил, к сожалению. Такое же чудо смелости, отваги проявляет парень, который бежит к этому Ахмеду. Он оказался евреем, который получил тяжелое ранение в спину и сейчас борется за жизнь. Также отец, муж и жена евреи, которые подъехали, только-только собирались идти на этот праздник. Там как раз подъехали эти террористы. Они столкнулись с этим отцом, тем же с отцом, у которого забрали ружье. Борьба происходит, это или с Украины, или с Россией. Муж, жена, престарелые взрослые люди. Или с Украины, или с Россией евреи. Они оба погибают, муж, жена, он их убивает там, они борются. Ну, короче, невероятные просто чудеса отваги люди показывают. Потом полицейский стреляет, ну, короче, вот практически с открытого места в одного террориста, убивает его. Потом перестрелку делается уже с оставшимся. И вот, короче, вот куда вы не посмотрите, просто чудеса. Мы люди, мы не хотим убивать друг друга. Мы готовы жертвовать своими жизнями. Мусульмане ради евреев, евреи ради евреев, христиане ради евреев. Вот, который вот этот инцидент, который мы видели. Невероятное сплочение людей, невероятная борьба людей, которые просто показали, что мы не согласны, чтобы нас стравливали. Мы не согласны быть послушными там, жертвами заклания или какими-то барашками. И вот происходит это убийство. Это трагедия происходит. Погибает 15 человек, среди которых 10-летняя Матильда. Девочка, еврейская девочка, которая погибла в этой перестрелке, которая была убита, как нам сообщают. И буквально через 2 дня мальчик Тимофей, 15-летний мальчик, убивает таджикского мальчика в школе. Просто выискивает, кто по национальности, сколько лет. И именно возраста Матильды, убитой в Сиднее, убивают мальчика из Таджикистана. Все это снимается на камеру. Это целенаправленно. Вот этот 15-летний Тимофей, все там говорят, какой он ужасный, какой он плохой. Да я не буду спорить с этим, но я могу сказать, что этот человек жертва. Тимофей это жертва российских, на мой взгляд, российских спецслужб, которые готовили таких людей, таких молодых ребят, которых можно как поджигать как спичку, пороховую бочку и запускать и совершать какие-то акты. И все начинают об этом говорить. Что самое подозрительное в этой ситуации, не просто убийство этого, ну просто все начинают об этом трубить, рассказывать, все средства массовой информации, все начинают говорить. И идет одновременно ложный намек на то, что мальчик Тимофей, он еврей по национальности. Хотя он русский, у него везде написано антисемитские лозунги, он не любит евреев, он не любит мусульман. Это все как бы у этого мальчика имеет, видимо, интернет, там, семья, все это накладывается. Они в интернете находят легко внушаемых вот этих детей, которых используют. И фактически Тимофей является жертвой. При всем ужасном поступке, которым он совершил, он сам является этой жертвой. Понимаете? И вот в этой ситуации мы видим, как развиваются события, пытаясь очернить, как украинцев пытались очернить в попытке убийства и в Миннеаполисе, точнее убийства детей, и попытка убийства детей в московском детском магазине. Происходят вот эти глобальные события, когда все не прямо, а косвенно указывает на Украину. Вот сейчас нам показывают, что евреи, что вот это могли быть евреи, заложить в программу, сейчас мощная пропаганда идет против Израиля, против евреев, и заложить в программу, что это они. И не зря Россия сейчас рассказывает про какие-то убийства ритуальные, какие-то там еврейские, там какие-то, ну просто это вот я изучаю вопрос, пытаюсь понять, о чем они говорят, ну просто, ну невероятно, никак, при малейшей просто
критическом, малейшей анализе критическом, все, что выдается, ну просто на голову абсолютно не налазит. Невероятно просто. Как идет разжигание войны. Я это вижу. Я хочу, чтобы вы это тоже увидели, друзья. Вы поняли, что идет очень мощная работа против нас. Против того, чтобы... И это нас травить. Для этого ведется эта работа. И самое интересное, у России другого выхода из сложившейся русско-украинской войны нету просто. Россия терпит просто поражение за поражением. Каждый день более 1000 убитыми и ранеными. Невероятные потери просто несет фашистская Россия. И понимая это, пытаются разжечь вот мировой пожар, вот отвлечь. На Западе есть много исламофобов, найдется, да, порядочно, как и антисемитов, и разных других элементов здесь, как и везде найдется. И сейчас идет апеллирование к этим силам, также идет апеллирование, как бы, евреи, там, Натаньяху, почему Путина не упоминает, но что представить, что если не обвинить всех мусульман и переключить весь фокус на мусульман с Украины, то что у евреев все будут проблемы. Вот я вижу это так представляется. Хотя я уверяю, что не будет проблем. Наоборот, это еще больше усугубит проблем и евреев, и всех людей на земле. Потому что российское ФСБшное зло должно быть просто названо и наказано. Вот все, что требуется от нынешнего человечества. Как-то так, друзья, нас смотрят почти 800 человек в YouTube и более 55 человек в TikTok. Друзья, это, видимо, сказывается, что сняли монетизацию с нашего канала. Давайте я почитаю ваши комментарии и давайте об этом и многом другом поговорим. Так, я смотрю, голосуете вы, отлично, молодцы. Хочу посмотреть, молодцы, отличное голосование. Сейчас сколько мы уже минут? 20 минут в эфире. Хочу сказать, что на вопрос, провоцирует ли Россия межрелигиозную мировую войну, да, ответили 31%, 30% скачет, постоянно все голосуют. Нет, 69%. Ну, давайте об этом как раз и поговорим. Так, я здесь немножко сейчас постараюсь. О, я смотрю, вся троллятина у нас сегодня в сборе. Так, за донат спасибо. За донат спасибо. Друзья, я смотрю, много здесь комментариев, я просто перемотаю. Вы можете заново мне задать вопросы, просто я смотрю, спама здесь очень много. Я потрачу очень много времени, если я буду сейчас искать ваши комментарии. Друзья, я смотрю, здесь вы слишком... Я не успеваю все это не прочитать, не ответить. Добро пожаловать. На вас в Рире стал нашим первым спонсором на уровне гуманиста. Отлично. Так, Асан, это случилось, когда Путин встретился с Эрдоганом, премьер-министром Миан Мухаммад Шахбаз, шариф Пакистана. Выходит, Пакистан предоставил Путину своих убийц в Австралии. Викинг, я понимаю, о чем ты говоришь. Твои намеки, они уместны на самом деле, имеют место на существование. Но я думаю, операция по этим двум отцу и сыну, она готовилась намного раньше, чем вот эта встреча. Может, на этой встрече окончательно, как ты говоришь, не только у русских есть свои зомбированные люди, которых у ФСБ имеется в виду, есть свои зомбированные люди, которых они используют как живые бомбы или живые там убийцы, как живых убийц. Но, может, они есть и у Пакистана. Поэтому, может быть,
любезно Пакистан предоставил в пользование своих вот этих двух террористов, которых обрабатывают их вербовщики, их психологи. Может быть, с этим связано. Но мы можем гадать, конечно, о чем угодно. Но сегодня мы видим, что вот ситуация пока вот развивается в этом направлении. Путин опозорился на пресс-конференции. А что за пресс-конференция была, энергия, которую вот он сам проводил, 4-часовую? Так, что здесь, друзья? Так, у нас ТикТок. Ну, я смотрю, здесь просто невероятно, как все возбудились сегодня. Но голосование 30 минут уже практически, 30 на 70. 30 да, спровоцирует ли Россия межрелигиозную войну? Да. Нет, 70%. Но если бы вы, если бы информацию, которую мы анализируем, всегда была бы такой, как о ней говорят большинство, наверное, мы бы не пользовались таким успехом. Но я думаю, посмотрим. Мы должны сделать так, чтобы не было этой межрелигиозной войны. Мы не должны ее допустить. И это самое страшное, что о них слышат, когда мы говорим, что мы против межрелигиозной войны. Мы за то, чтобы ФСБ и имперская Россия ответила за свои деяния. Против Украины, против Грузии, против Сирии, против Ичкерии, против всех остальных, кого она угнетала и убивала. Так, давайте посмотрим. Король Саудовской Аравии сказал, что его не волнует Палестина по некоторым источникам. Викинг, я сам это слышал, этот не король, или он король у них, я не знаю, вот этот молодой, который принц он у них, или уже король, по-моему, еще нет. Он сказал, что его не волнует то, что он отвечает перед Богом и перед людьми только за саудовцев, а за остальных он не отвечает, он сказал, что его это не волнует, он сказал. Так, слава Украине, героям слава. Надо еще все ядерные запасы забрать у них или уничтожить. Эркин, я думаю, их просто уже нет. Ну, как бы, я не 100% уверен в этом, но я полагаю, что на процентов на 80, что все-таки я сомневаюсь, что у них осталось это ядерное оружие.
Твоих прадедов не расстреляли фашисты. Жаль, Россия уже победила, мне пишет Виталий. Виталий, я вам хочу сказать, что моих дедов и прадедов расстреливала Россия. Но так получилось, что во Вторую мировую войну, да и в Японскую войну, и мой дед, и его брат старший, они принимали участие. Мой дед, прямой мой дед, находился раненым в госпитале во Вторую мировую войну и встретил новость о том, что вы всех мужчин отправили на фронт вероломно, подло, как только могут это в Кремле. Всех женщин, детей и стариков под видом депортации подвергли массовому выселению и уничтожению. В самое холодное время года, самое холодное время, отправили в самые холодные места в том числе. Поэтому моих дедов расстреливала НКВД. Моих дедов, бабок, бабулек, всех расстреливала Россия. Более 3 веков вы терроризируете мой народ. Вы нас уничтожаете. Единственная причина, почему вы не смогли полностью нас искоренить, хотя вы предприняли неоднократно множество, все возможные и невозможные усилия и попытки к этому. То, что Бог так решил, не дал вам нас уничтожить. И все. Я больше никакого объяснения тому, хотя невозможно даже выжить было, даже после одной геноцидальной вашей депортации, уничтожения. После большой русско-кавказской войны или русско-чеченской войны в середине 19 века от 2 миллионов, ближе к концу уже 19 века, от 2 миллионов чеченцев через 100 лет войны осталось 120 тысяч чеченцев. То есть 6%, 94% тогда уничтожили. Заново возродились, заново крепли, опять уничтожили. И так каждые 50 лет вы с нами творите, понимаете? Поэтому мы знаем, кто такие были нацисты. Мы относимся категорически отрицательно к любой форме фашизма, нацизма или русизма. Понимаете? Наравне. Но самое худшее из всех человека-ненавистнических идеологий, которые есть на этой земле, это, как говорил Джохар Дудаев, русизм. Особая человека-ненавистническая форма, которая ненавидит и уничтожает все от человека до природы. Все, абсолютно. Флору, фауну, все уничтожает. Русизм. Понимаешь? Вот что. Насколько это страшно. Так, страшнее нацизма. Так. Давайте вот Викинга почитаем. Оказывается, в Палестине очень много христиан православных. И он буквально угрожал Израилю за геноцид христиан в Палестине. И Шевченко, наверное, хочет освободить церковь Аль-Акса, то есть Иерусалим. Ну, смотрите, вот эти разные Шевченки, обратите внимание, все антисемитские, вот эти глубинные, советские, околонаучные, псевдонаучные, как они пытаются представить научные, работы по выявлению там, зла, которое несет еврейство, сионизм и иудаизм. Это все русские, все россияне, и все говорят на русском языке. Вы не увидите обычных там чеченцев, дагестанцев, которые об этом говорят. Все разжевывают и программируют вот этих людей. Именно вот эти Шевченки и все остальные. С умными словами, с умными терминами. Где-то беря какую-то правду, добавляя, как обычно, 90% лжи туда. Ну и вот все вот это раскачивается. Именно Россия. Почему Нетаньяху не видит, что за этим стоит Россия, и говорит, что у него с Путиным его связывают личные отношения, для меня просто непонятно. После 7 октября евреи, там, подозрения были со стороны еврейского общества, что не обошлось без помощи тех, кто впускал этих террористов. И я не лезу в это, и не лезу в это внутреннее еврейское дело. И я уверен, евреи мудрый и древнейший народ, который не позволит жертвовать своими людьми ради каких-то там политических игр, каких-то там авантюристов и проходимцев, они разберутся с этим.
Но когда начинают уже открыто поддерживать Путина и говорить, нет, нет, Путин как бы не виноват, для меня это очень странным кажется. Даже во время нападения 7 октября там русская речь была. Все это десятилетия, даже сегодня, если Путин от них отказался, и Россия, даже это не произошло, этого не было. От них никто не отказывался. До сих пор открыто, публично поддерживает этих арабов Палестины, ну, террористов из сектора Газа. И все время там пытаются взвалить всю вину на Израиль и так далее. И это все идет открыто. Попробуйте что-нибудь против партии, линии партии на России сказать. Если вам нельзя против Израиля, раньше же нельзя было, мы же не слышали таких вещей, ни про Америку, ни про Израиль. А теперь все время только нам про Израиль рассказывают. Какие все, оказывается, плохие. Оказывается. Ну, это мы уже видели на чеченском примере, мы все это знаем, мы все это видели. Так, давайте дальше. А то, что там христиане живут, да, много арабов, христиан живет, и много есть коммунистов еще со времен Советского Союза. Ведь только сейчас мы увидели, что арабы сектора Газа или арабы Палестины стали какими-то радикальными исламистами. После развала Советского Союза, когда коммунистическая идея приказала долго жить, вот с тех пор почему-то они стали резко религиозными. Потому что Россия перестала быть коммунистической, большевистской, она стала демократической, и ей нужно было дистанцироваться от этого. Иран, конечно же, постоянно программировал вот этими своими религиозными фетвами. Самое, мне кажется, страшное зло исходит вот именно в религиозном плане от Ирана. Я думаю, не только от Ирана, но я думаю, именно в этом смысле это самое такое большое зло, которое они могут предпринимать. Ну и, конечно же, Россия финансирует, помогает и все остальное. Так что вот такие вот дела. Есть и коммунисты, и все разные там есть. И неправильно всех их отождествлять с исламом, исламским радикализмом и так далее. Нет, это искусственно все ведется 70 лет. 60-70 лет евреи, Израиль терроризируются только лишь за то, что они хотят жить на своей земле, в своей стране. К сожалению, арабы тоже терроризируются, тоже жалко этих людей, но они позволили себя самому грязному сатане на этой земле, СССР, стать инструментом в руках и постоянно терроризируют. Израиль и арабы, евреи и арабы фактически это два соседних, можно сказать, когда-то братских народов, которым не дают жить. Это правда. Не дают жить в мире, в согласии, и их ненависть на таком уровне уже, что они уже не смогут сосуществовать. Посмотрим, посмотрим. Большая трагедия, но нужно правильно просто разбираться в этом всем и правильно заставлять акценты. Так, давайте дальше, друзья. Шевченко хочет освободить храм Господень в Иерусалиме, то есть церковь Алякса. Алякса с арабского означает Иерусалим. Шевченко хочет мстить за христиан Палестины. Нет, Шевченко ничего не хочет мстить, сам ничего не хочет. Его задача разжечь, поднять мусульманский мир против Запада, против Израиля. И он апеллирует к Египту, кому он там еще апеллировал, к Турции и Ирану. Вот в эту борьбу, короче. Не знаю, почему Турция вот сейчас в такую позицию. В НАТО входит, вроде бы цивилизованная страна, вроде бы все понятно, все, кто истинный враг. Почему Турция занимает не государственную позицию, хотя и Эрдоган иногда там очень откровенно себя антисемитски ведет, но при всем при этом много думающих, цивилизованных, просто интеллектуалов в Турции живет. Может быть, свое вот это имперство, когда-то Иерусалим принадлежал Турции,
Может, с этим это связано, но какая-то вот эта непонятная борьба. И почему Турция оказывается в одном лагере с Ираном, тоже очень странно. Короче, этот мир очень сложный. Но мы должны сделать так, чтобы мы просто не воевали, не враждовали друг с другом. Вот что нам нужно сделать. Протягивайте друг другу руку. Не давайте нас травить. Это такое время. Нас сейчас хотят ввергнуть просто в ужас просто. И мы должны сделать так, чтобы этого не произошло. Так. Ну, я смотрю здесь вся троллятина. Ясно, ясно. Так. Друзья, сейчас я отключу этих просто. Они забивают нам эфир и не дают... троллятину отключу. Вот такие вот. Да и смотрите, тоже новость. Инициативы Мерца по Украине потерпели крах. Во-первых, гарантия безопасности для Украины, разработанная по образцу статьи 5 Североатлантического договора и представленная Фридрихом Мерцем в начале прошлой недели, как успел, рассыпались уже через 2 дня. Пишет Дирк Эмерих. Американцы, по-видимому, согласились на них лишь для того, чтобы усилить давление на Киев и склонить его к территориальным уступкам в Донбассе, которые требует Москва. Территория в обмен на мир. Ясно. Вот такие вот дела происходят. Че, куда делись все троллятина? У вас тут было куча просто. Российский генерал убит в понедельник утром после того, как под его машину на юге Москвы взорвался самодельное, взрывное устройство. Вот такие вот дела произошли. Вот такие вот дела. Ну и, конечно же, Россия борется с иностранным влиянием. В России заблокировали датское приложение Be My Eyes для слепых. Это один из крупнейших в мире бесплатных сервисов для помощи незрячим и слабовидящим. Он позволяет им в реальном времени связаться с волонтерами, помогающими сориентироваться по видеосвязи. Приложение также использует ИИ. Несколько источников из России, а также разработчики Be My Eyes сообщили изданию такие дела, что оно заблокировано РФ. В реестре блокировок Роскомнадзора приложения нет. Скорее всего, причиной ограничения стала видеосвязь
предположили журналисты. Но в нашем полку прибыло. Так. Почему редко стримы стали, говорит, редко? Я был немного занят. Теперь буду уходить почаще в стримы. Буду каждый день уходить. Постараюсь каждый день уходить. Завтра у нас будет стрим с Аядом и Диговым. Так, как у нас голосование проходит? 550 почти человек проголосовало. Также 30 на 70. 30 говорят да, 70 говорят нет, не будет войны. 500 уже 58 человек проголосовало. Отлично, друзья, молодцы. Мне нравится ваша активность. Что такое чат-файндинг, я просто не знаю. Это только фан-файндинг. Все, понял. Возвращаю. У меня появился новый спонсор, Дион. В YouTube, если что, а то потом будут говорить, что я тут какие-то деньги получаю от кого-то. Как думаешь, кто мог взорвать башни Близнецы? Я считаю, я убежден в этом, что за этим, конечно же, стоят в том числе Россия. России нужно было отвлечь внимание от войны в Ичкерии, как сейчас ей нужно отвлечь внимание от Украины. Тогда произошло, именно вот об этом я как раз, добро с кулаками, я как раз об этом и говорю, что тогда, 11 сентября, они совершили нападение на США, и после этого началась мировая война против мусульман, ну или арабских стран. И был лозунг международный исламский терроризм и так далее, и так далее. Усама бен Ладен, который сам в Саудовской Аравии почему-то, из-за него нападение на Афганистан почему-то произошло. Причем здесь Афганистан, и даже если он там прятался. Потом, причем здесь Ирак вообще тогда, если нападение произвели там исламские террористы, связанные с Саудовской Аравией. Причем здесь Афганистан и Ирак, непонятно. И Америку подтолкнули под это. Я думаю, что Америка должна с этим разобраться внутри себя. Потому что если с этим не разобраться, да, это бросает тень. Две вышки, которые стояли, две вот эти высотки, два небоскреба, которые попали в самолеты. Понятно, они каким-то образом упали, да, пускай технически. Там что-то произошло и так далее. Потом попало здание в Пентагон, самолет попал в Пентагон. Ракет мы не увидели, самолета мы не увидели. Что-то быстро пролетело, может быть, ну вот не увидели осколков от самолета и так далее. Тоже очень странно, да, хотя я не исключаю. Но самое странное в этой ситуации, что когда эти два небоскреба падают, рядом стоит еще одно здание, в которое ничего не попало. Оно просто само складывается. И американцам с этим вопросом нужно разобраться. Что это было, зачем это было и так далее. Если они этого не сделают, не то чтобы мир потеряет доверие к Соединенным Штатам, к правительству Соединенных Штатов. Внутри самое страшное не это. Страшно то, что внутри американское общество, которое и так уже разочаровано в очень многих вещах, если и этот вопрос останется нераскрытым, но это вера в свое государство, вера в свои спецслужбы, она умрет навсегда. Навсегда. У меня умерла, я больше никогда в жизни не поверил. Есть люди, которые занимаются этим, разбираются, идет следствие, какие-то палки колеса ставятся, об этом сейчас говорится. Но я считаю, что в первую очередь за этим стояла Россия.
какие-то силы внутри могли быть задействованы. А так, конечно же, за этим стояла только Россия. Мир это слабачье и будет у России. Так, ясно. Интересное твое мнение. Да нет, не могли ФСБшники взорвать башни-близнецы. Слишком слабо они тогда были. Даже если ФСБ взорвал башню, то почему американцы не могли их приструнить? Так, Трамп уже говорил, что рассекретил теракт 9/11. Нет, ну, рассекретили, может, какую-то информацию. Ничего не рассекречено. Вопросов очень много. И в первую очередь есть такая организация жертв погибших в этом страшном теракте. И они ведут свое расследование, очень подробно ведут, как мы понимаем, это люди неподкупные и которые не продадут жизни своих, память о жизнях погибших своих родственников ни за какие ковришки. Но работа в этом ведется, расследование ведется. Что-то мешает, это понятно. Почему? Не знаю. Знаете, если осознать, что шутинги, школьные расстрелы, вы говорите, Россия, ФСБ слабая. Нет, они не были слабы для этого. Они для этого слабые не были. У них есть везде агентура, можно заинтересованных найти, можно тех же пакистанцев, иранцев, я не знаю, кого угодно можно привлекать, если это нужно. Внутри Америки можно найти, наверное, да, ведь Россия... Знаете, вообще, как я думаю, устроена вот эта вся мировая система? Америка, Соединенные Штаты Америки, они заняли лидирующие позиции во всех международных институтах, во всех государственных международных организациях. Финансовые, доллар, да, главные, финансовые, ресурсные позиции. Все полезные ископаемые в мире, которые есть, Америка очень активно этим занимается. Морем, ну всем, с чем только возможно, Соединенные Штаты управляют. Но Соединенные Штаты никогда не были классической империей, которая зарождалась от маленького государства, расширяясь. Америка объединилась как 50 независимых государств в борьбе против империи. И все, что у них было построено, это было антиимперское, за свободу, вся их конституция, все, что они делали. Но после Второй мировой войны, в силу того, что эти 50 государств оказались на другом континенте, что там оказались очень умные люди, способные люди, ведь Америка это собрание свободных людей со всего мира, которые туда приезжали, и в том числе и преступники туда ехали, и свободные люди за поисками, за деньгами их. А преступник, человек это активный, человек смелый, человек способный к действию. И Америка, заняв вот эту позицию, она не имеет, на мой взгляд, я могу ошибаться, но вот эти наблюдения, которые сейчас я делаю, они меня приводят к мысли о том, что Америка занимает вот эту лидирующую позицию в цивилизованном демократическом мире, но она не контролирует. И знаете, есть такое выражение «хвост виляет собакой», когда хотят сказать, что человек, который должен управлять кем-то, он управляет им. Например, в спецслужбах это происходит. Когда агент влияет на своего куратора. Не наоборот, куратор управляет своим агентом, а когда агент. А имея такую мощную спецслужбу, как КГБ СССР, ЦРУ, мы знаем, недавно появилась, после Второй мировой войны, да, наверное, в это время где-то появилась. И в этой ситуации фактически получается, что многие пользуются Америкой. И это не только Россия, и не только ФСБ. И европейские страны, и другие страны. Все пытаются использовать Америку. И Америка находится в центре, занимает все главные, решающие, ключевые моменты, но вокруг, на периферии, на окраине, управляют совсем другие, пользуются и пользуются. И Советский Союз, на мой взгляд, понимая вот эту систему, которую выстроили Соединенные Штаты Америки, предпочли
развалить Советский Союз, не быть вот этим мальчиком для битья, которого он фактически стал, и, ну, из себя ровно что-то ничего не представлял. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки пытались сохранить Советский Союз, в том числе приезжая в Киев и призывая Киев не бросать Россию, не уходить от России. Потому что было удобно иметь какого-то там слабого, абсолютно аморального, безнравственного, жестокого конкурента, которого можно было бы представить каким-то ну, своим соперником и на его фоне выглядеть хорошо. Это же, да, это же круто выглядеть на фоне не очень удачного, не очень удачной России в плане развития, выглядеть очень удачно. И тогда Россия, ФСБ, я считаю, приняли решение, что они должны войти в эту систему, вот эту европейскую, западную вот эту систему. Для того, чтобы, во-первых, не быть мальчиком для битья и постоянно быть таким высмеиваемым и завладеть теми ресурсами, которые 3 поколения, наши отцы, деды и бабушки, все они зарабатывали в Советском Союзе, не имея ничего в собственности. Все заводы, фабрики поделили КГБшники. Посмотрите, кто олигархи. Понимаете? Они поделили все это между собой. Все основные доходы. Расставили себе нужных там людей, держателей общаков. А все это держит, контролирует ФСБ. Все поголовно, все деньги, все управляется, немножко там военным перепадает для контроля и коррупции. Остальное все контролирует. Даже ФСБ выдает военным свои деньги. И они вошли в эту систему и начали там уже просто уже за своих, помогая, все, что нужно. Вот есть у Америки там, задача там, борьбы с каким-нибудь там узлом на Земле, который представляет для Америки угрозу. Даже если она не представляет, можно сделать так, через, например, 10 лет вложиться в это, что через 10 лет американцы будут считать это злом для себя. И потом решать эту проблему. Вот мы есть, давайте мы вам поможем. Хотите исламскими террористами поборемся, хотите арабский мир, а у России в арабском мире большие связи с советских времен. Хотите, там этого сольют, тут скинут. Ну и фактически становятся такими партнерами по участию. И одновременно с этим уничтожается внутри самой Америки, уничтожается доверие к самой власти, к институтам власти. Те же школьные расстрелы детей, за этим стоит Россия. Американцы провели расследование, Эгон Челакян, американский эксперт, провел расследование, он, его команда, это огромная работа, которая проведена, где рассказывают, что школьные шутинги, за этим стоит Русская Православная Церковь, то есть ФСБ, да, отдел ФСБ, один из отделов ФСБ. Если РПЦ стоит за школьными расстрелами в Соединенных Штатах, и не только в Соединенных Штатах, я уверен, то они также могут и за другими вещами стоять. Понимаете? Если они убивают детей, самое страшное это убийство детей. И государство ничего не делает. Ты отправляешь детей в школу, их убивают, и ты же не знаешь вот этой всей схемы. Ты думаешь, что это государство виновато. Ты не знаешь, что это ФСБ, что это Путин, Патрушев и вся эта банда занимается. Или там, кто у них там, Кирилл у них, кто у них сейчас там. РПЦ возглавляет. И вот таким вот образом у людей теряется уважение к своему государству, доверие к своему государству. Ты начинаешь ненавидеть это государство, ты считаешь его оккупационным, вражеским. Все, это государство катится к катастрофе. Никогда это государство уже не станет тем, кем оно есть, если оно окажется вот на этой дороге. Поэтому я считаю так. А кто совершил? Я считаю, русские совершили. А Америку используют. Понимаете? Путлер и вся система. Да, совершенно верно. Салам, Эд, салам, шалом, дорогой.
Салам всем свободным людям, салам, брат Аслан. Ты прав, многие разочарованы нашим руководством. Лично я думаю, в нашем Конгрессе нужны реформы. Возраст до 65 лет, после этого принудительно на пенсию. Главное, чтобы принудительно не в тюрьму. Я уверен на 100%, что все теракты в мире делают ФСБшники. Так зачем ты меня мучаешь тогда, задавая вопросы, что ты как бы считаешь, что это не одно ФСБ, да, ты так считаешь? Да, я думаю, что, конечно, не только это ФСБ, одно ФСБ это делает, да. Аслан, тебе успехов, терпения, силы и добра. Сади Амир Авалиев. Спасибо, Сади. Взаимно, взаимно вам всем. Что скажешь про Израиль? Я скажу Ам Израиль Хай, Рикардо 05. Устраивает тебя? Что сказать еще? Что еще тебе сказать? Народ Израиля жив. Жив, жил и еще 1000 лет будет жить. Так, есть мнение, что Россия сбила в июне 2014 года Боинг Неви над Донбассом. Не случайно. Хотели сбить российский Боинг, а ударили по ошибке по Боингу рейсу MH17. Для чего хотели сбить свой, чтобы обвинить ВСУ в нападении на российский самолет и под этим предлогом уже открыто и не тайно вести свои войска на Донбасс? Стас Дуда. Я думаю, да, Стас, я думаю, вы правы. Самолет был, летел на высоте пассажирского рейса, пассажирского самолета. И да, я думаю, это была специальная провокация, чтобы обвинить в этом украинцев. И эта работа ведется, не останавливается. Я уже неоднократно говорил, против Зеленского ведется работа. Я к Зеленскому отношусь с очень большим претензиями, чтобы все понимали. При всем уважении, при всей поддержке Украине и всем, кто воюет, я к Зеленскому всегда отношусь настороженно. Это президент, с него нужно спрашивать. Пришел, сам напросился, мы же тебя насильно не звали туда, давай пошли работай. Раз взялся, да, за это, вот пусть работает. Но при всем при этом мы должны понимать, коней на переправе не меняют. Зеленский избранный народом, и Зеленский, я вижу, как Зеленского пытаются дискредитировать всячески. От убийства, помните, было убийство Дарьи Дугиной, Пономарев фактически взвалил эту ответственность на Зеленского. Он сказал, это типа его люди убили, эту Дугину, и что вот Зеленский требует дел, а не слов там, и так далее, и так далее. И, ну, как бы, такие намеки шли. Также, когда было убийство Андрея Порубия, сразу же, это тоже подстава была против Зеленского использована. Поэтому много таких случаев, я в эфирах постоянно об этом рассказываю, как только появляются эти моменты. Но, и поэтому я прекратил критиковать Зеленского, несмотря на то, что у меня много, и особенно вот именно по чеченскому вопросу, у меня к нему вопросы есть, по чеченской теме, которую Украина как-то странно ведет, и тоже какие-то игры идут в отношении чеченского народа и чеченских вот этих всех моментов и нюансов. И я думаю, что Зеленский человек, которого мы все должны поддерживать в это время. Опять же, я его так критиковал, чтобы никто не подумал, что я это делаю там с какой-то личной выгодой, да, никакой выгоды, ничего нет. Просто хочу, чтобы мы все поддержали Зеленского. Это очень важно. У нас новый гуманист появился. Добро пожаловать на уровень гуманист. Второй спонсор у нас подписался. Друзья, подписывайтесь на YouTube канал. Нам включили монетизацию. Полностью в правах наш канал восстановлен. Просто это невероятно, что произошло. 6 лет, 7 лет нашему каналу. Почти уже скоро будет 7 лет. Где-то через полгода или год монетизация была отключена, и после этого наш канал постоянно давили, как только могли. Но вот ситуация меняется. Ситуация меняется. Спасибо, спасибо, Део. The Reality. Ассаламу алейкум, Аслан, слава Украине, свобода Ичкерия. Ва алейкум ассалам, Мавидин Бабаев, мой старый добрый подписчик. Слава героям и слава Азербайджану и Баку.
Респект вам, братья азербайджанцы. Кстати, на Кавказе будет попытка, уже идет, азербайджанцев против армян. И вот эта каша, они давно этому готовятся. И мы все должны препятствовать. Мы просто должны понимать, понимаете? Зло абсолютное, беспримесное зло на этой земле, которое мы понимаем, что это зло, оно пытается нас натравить. И все плохое, которое у нас возникает в нашей голове, внутри нас, когда мы начинаем против чего-то там обижаться и злиться, вспоминайте, что я вам говорю. Это специально ведется работа, чтобы нас стравить. Не дайте себя стравить. Ни в коем случае. Мы на Кавказе очень древние жители этого Кавказа. У нас живут все национальности, все религии и все народы, все языки практически. На Кавказе у нас собрано в огромном количестве. И пока нет империй каких-либо, персидских, российских, османских, монгольских и каких-нибудь завоевателей, которые к нам приходят, у нас не бывает вражды. Мы живем в мире и созидаем. Поэтому давайте продолжать жить в мире и созидать. Ни в коем случае не поддавайтесь. Источник зла, по-твоему. Источник зла находится еще раз и еще 1000 раз в Кремле, на Лубянке. ФСБ, Федеральная служба, раньше Комитет госбезопасности СССР, который раскинулся на весь мир свои щупальцы. И также ныне сейчас это ФСБ. Так, еще к нам подписались. Друзья, спасибо вам. Вот у нас еще один спонсор появился. Так, и The Reality. Спасибо, друзья. Спасибо вам, Дева. Так. Женя. Дуже дякую. Тода раба, наверное, Женя, да? Так, сколько мы в эфире уже, друзья? Так, друзья, сколько мы уже? Почти 660 человек проголосовало, пишет 659. Ну и остался тот же результат. Так, The Reality, спасибо за донат. Хватит мне тут заваливать меня подарками, Лео. Так. Так. Вернемся мы. Короче, в файлах Эпштейна оказался и, как нам сообщает, Умар Джабраилов, российский бизнесмен, оказался вот такой вот ситуации, да. Все слышим, но богатство, надеюсь, при своей жизни увидеть небольшое, но богатое государство Ичкерия. Обязательно, у Петрушенко, обязательно. Мы все слышали, когда убили таджикского школьника, СМИ РФ замалчивали, к ним вопросу нет, это их идеология. Но когда многие публичные люди, Хабиб не говорит о ненависти к нерусской, это всегда было и есть.
Ну, Эд, я полностью согласен. Российские, они как бы играли там, в трюк, как будто это они не афишируют. Ну, высказались все. Все россияне об этом высказались. Все. От Демельханова, Лаудинова, Хабиба, Мабиба. Все об этом рассказали. Просто все. И знаете, с каким намеком? С намеком на то, что это еврейский след. Что вот этот мальчик Тимофей, который открыто говорил о своем антисемитизме, писал об этом, что он антисемит и все остальное, исламофоб и все такое, но наталкивать на это. И убитая девочка, я вначале об этом стриме у тебя подробно это говорил в этом стриме. Если что, это посмотри, пожалуйста. Это важно, чтобы ты увидел, чтобы ты услышал. И немножко повторюсь просто, что вот убийство 15 людей в Сиднее и 10-летней Матильды, девочки, и убийство вот это вот одинаковый такой сценарий, похожий паттерн, который они применяли, когда убивали они детей, пытались убить детей в Центральном детском магазине 24 августа этого года, когда Алексей Титов подорвался при попытке установки самодельного взрывного устройства. И потом расстрел детей в Миннеаполисе. И тогда нужно было обвинить украинцев, что вот они как-то связаны с детоубийством и так далее. Сейчас детоубийство уже накладывается на исламских радикалов. Уже давно это клеймо уже стоит. Но сейчас и на евреев хотят уже тоже сказать. Вот это в отместку так делается. И как бы типа это Хабад. Там в Сиднее расстреляли Хабад, и как бы Хабад отомстил и так далее. Вот так они хотят это представить. Но так как это слишком быстро произошло, у меня есть все основания полагать, что это один сценарий. Возможно, мы еще увидим какие-нибудь подобные вот эти убийства именно детей. Уже, наверное, должны теперь исламисты ответить. Так, потому что я считаю, что вот эти все исламисты, за ними в основном 90%, я уверен, если не больше процентов, стоят спецслужбы российские. Не всегда российские, но спецслужбы. Чаще всего российские спецслужбы. Вот такие вот ужасные вещи происходят, очень ужасные. И нам нужно просто не дать себя втянуть. И все это делается только лишь с одной целью. Уйти от ответственности за Украину, за проигрыш войны в Украине. Россия не побеждает в Украине. Россия топчется на одном месте каждый день по 1000 и более своих бандитов, которых убивают или калечат украинские военные. И вот в этом большая-большая сегодня трагедия, которая происходит. Большая-большая. Так. Да, сейчас мир делится фактически на два лагеря. И на самом деле это самый, наверное, правильный выбор, по которому мы идем. Мир делится раньше, мир поделился на советский лагерь и на западный лагерь, демократический. И Россия не тянет на такого конкурента, который будет всегда там конкурентом. Не уровень это Соединенных Штатов и Великобритании брать Россию в конкуренты. Китай, да, Китай, он и не вел никогда агрессивных наступательных войн, как говорят в истории. И Китай это древнейшая цивилизация, как и англо-американская, западная цивилизация, не такая, может быть, в едином образе такая развитая, но по большей части
в этом направлении можно сопоставить на одну чашу вот это, Китай и западную цивилизацию, да, и мир, скорее всего, так и разделится, не скорее всего, к этому все идет, не знаю, что этому может помешать, мир будет разделен на два лагеря, китайский и западный, мы поделимся, и вот перед тем, как мы разделимся, мы уже идем в этом процессе, мы находимся, новая архитектура мировой безопасности формируется, устанавливается. И сейчас, скорее всего, Россия пытается ввергнуть в мировую войну, отвлекая внимание от себя. Сейчас весь мир накапливает оружие, набирается сил, и сейчас России очень бы не хотелось, чтобы эта вся сила обернулась против нее. Поэтому она, скорее всего, будет ее направлять против Египта, может быть Ирана, может Кавказ это будет. И может это все одновременно будет возгораться. Если сейчас окажется какая-нибудь страна, у которой есть ядерное оружие, или какая-нибудь группировка ИГИЛ, которая, как выяснилось, оказывается, существует, вроде бы побили всех, уже их нету нигде, там Сирия под контролем нового вот этого лидера, вроде бы там все чисто и так далее, но оказывается не так уж все тут безоблачно, как нам рассказывают, и получается, что ИГИЛ существует, и если какой-нибудь сумасшедший применит какой-то радиоактивный изотоп или какую-нибудь бомбу грязную и уничтожит миллионы людей, я думаю, Россия к этому готовится, ФСБ рассматривает все эти сценарии, и нужно подвести до определенного этапа, довести людей, противопоставить Запад и мусульман, и в этот момент туда забросить какую-то атомную бомбу, грязную бомбу, химическое, биологическое какое-то оружие, которое убьет миллионы людей. И уже все, тогда уже Украина покажется маленьким таким событием на этом фоне, и весь мир должен будет переключиться на что-то другое. Так они сделали 11 сентября, когда нужно было отвлечь внимание от геноцида чеченского народа. России нужно было завершить эту войну и отвлечь внимание, пристегнув чеченское сопротивление к вот этому так называемому всемирному джихаду и так далее. Потом то же самое произошло, уже в меньшем объеме, произошло, когда события в Сирии были. Против Башара Асада готовились большие силы, и в этот момент произошел бостонский теракт, где ФСБшники подготовили, прозомбировали Тамерлана Цернаева, который совершил со своим братом этот ужасный террористический акт. И после этого в Сирии появились, одновременно в Сирии появились радикальные исламисты, и Америка, Запад, которые готовили силу против Башара Асада, они фактически всю эту силу направили не против Башара Асада, хотя потом его тоже свергли, отстранили, скажем так, а против ИГИЛ. То есть тех, кто воевал якобы против, хотя ИГИЛ не воевал против Башара Асада. Воевала вот эта умеренная оппозиция, там разные всякие воевали, а ИГИЛ именно против этой умеренной оппозиции воевал и так далее. Короче говоря, вот эти паттерны уже были, эти события схожие уже происходили, и я боюсь, что может еще раз это повторится. Более масштабно это сделается, более масштабно, значит, это должны быть убийства детей, там массовые убийства, вот до этого они хотят довести, мне кажется. К большому сожалению, очень жаль, что такие у меня прогнозы, да. Но мы можем это предотвратить, если мы предупредим, если западные страны услышат, увидят, услышат, если они обратят на это внимание и не позволят этому произойти. Так, давайте ваши комментарии почитаем. Отец убийцы, он участник доведения Русич.
Сейчас, может, ниже ты объясняешь. Асан, ты слышал, что ФРГ часто массово завозят людей из Индии на хозработы с нормальными зарплатами от 100 тысяч? Они также должны встать на воинский учет. К чему это, как ты думаешь? Ну, Эд, готовятся воевать, конечно же, ты абсолютно правильно говоришь. Завозят, завлекают, и они собираются воевать. И знаешь, они большой войне готовятся. Большой войне. Все мобилизуются, все вот эти, кто на учет становятся, вот эти россияне, они им говорят, клянутся, божатся, что нет, нет, мы вас на фронт отправлять не будем, вы только резерв, вы только резерв. И кто за деньги идет там, или кого-то обманом, запугиванием отправляют, а этих очень большом количестве в резерве держат. А резерв для чего? Дальше, чтобы они сражались. Вот ты же деньги получал, ты же на учете стоял, все. Точно так же с индусами происходит, я думаю. И также будет, да, они собираются, и Северная Корея, и индусы, китайцы, соответственно, конечно же, они пытаются, так сказать, над схваткой, они же великие теперь. Вот, да, к большому сожалению, все идет к этому. Все идет к этому. Отец убийцы, он участник движения, наверное, Русич, да, ты имел в виду, это? Я не знаю этого, но я думаю, да, скорее всего, из этих движения русской общины, может, или Русь. Да, я согласен. Я думаю, что это из семьи, конечно, шло, но вот так, если человек идет убивать, я думаю, все-таки он зазомбирован был. Поделился мир на проклинающих и благословенных уже сейчас, говорит Израиль Корфер. Ну, если брать в религиозном смысле, в теологическом смысле, то он давно поделился на благословенных и проклинающих. А так, к большому сожалению, нас в эту круговерть помещают, втягивают просто этот круговорот, водоворот. Так, Петрушенко. Слышал, что Чечня разделена на тейпы. Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Что это, сколько тейпов и чем отличается? Отличаются, спасибо. Петрушенко, ну смотрите, тейпы это наше родословное происхождение. Некоторые люди, которые изучают эти тейпы, называют это братством. Братство это объединение по родственным или же по каким-то географически соседствующим местам. Тейпы делятся как географическое обозначение, это братство, где в одном месте, так и по ремеслу. Есть такие тейпы, которые объединяют там военное дело, кого-то золотом, например. У нас есть тейп дишни. Золото это деши. И говорят, что это люди, которые занимались золотом, там, ювелирами были. Ну, много вот таких вот тейпов у нас. Основные тейпы, они у нас есть все, я не помню, сколько их там количество. У тейпов есть свои тоже там ответвления, там это очень такая сложная система. Только внутри находящейся ее там может разбираться, она такая, и ее особо люди не афишируют и не раскрывают. Ну, как бы все знают, кому нужно, кто из этой семьи, из этого тейпа. А так это просто как место происхождения или место, или просто братство, такое объединение единое. У каждого тейпа, настоящего чеченского коренного тейпа, есть своя гора. Имеется в виду не просто одна возвышенность, а и холмы, и территории, огромные территории, прилегающие к горе там, и так далее. Например, мой тейп Нашхо. Нашхо это огромная территория на юго-западе Чечении. И есть гора Нашха.
Нашха. Оттуда берет название наш тейп. И тысячи лет, это, ну, некоторые говорят, 5000 лет, это наша территория. Вот мы вот оттуда. У нас там и склепы, и все, там огромное историческое значение имеет. Хотя русские под корень все уничтожали, истребляли, могли как могли, и кладбище, все уничтожали, и склепы уничтожали древние, и так далее. Вот на горе Нашха есть, например, 6, по-моему, населенных пунктов было, ну, как гласит легенда, ну, история. Например, мы из Тейпа Нашхо, но я отношусь внутри этого Тейпа Нашхо к Мазархо. Мазархо это считались люди, которые, ну, испокон веков сохраняли, или Мазархо, или Муцархо, по-разному произносится. Хранили, ну, библиотеку хранили, печать хранили, там, ну, короче, какие-то государственные реликвии все хранились у нас. Но все собирались на этой горе Нашха, и там происходил съезд. Раз в год, по-моему, или 2 раза в год проходил вот этот сенат, или собрание, конгресс со всей Ичкерии, со всей Чечении, приезжали, и там проводили вот эти свои собрания какие-то. Может, не раз в год, может, чаще, я не знаю. И, ну, мы все вот Нашхо, мы с горы Нашха, вот мы внутри себя знаем, кто там, этот Мазархо, этот там Хайбхо, например, вы, наверное, слышали про Хайбах. Это тоже наши люди, Нашхо, которых НКВД загнала в конюшню, в советскую колхозную конюшню в высокогорном населенном пункте Хайбах. Это рядом же с этим же Мазархо, там, и все, Муцархо, вот это все рядом, Ой, там, много-много их разных, 6 их населенных пунктов было. И сожгли 750-770 человек заживо просто, сожгли, уничтожили. Это всем известное такое событие, когда русские уничтожили нашхоевцев. Ну вот что обозначает. И мы не разделены на тейпы. Вот у меня тейп Нашхо. Мой тейп ничем не лучше и ничем не хуже других тейпов. Мы не можем сказать, что этот тейп выше, этот тейп ниже. Это было бы оскорбительно для всех остальных. Есть пришлые тейпы среди нас. То есть они не настоящие тейпы, а вот пришлые народы, которые ассимилировались, живут среди нас. И, по-моему, после 7-го колена уже он считается чеченцем. Все, он уже ассимилировался там и так далее. Могу ошибаться. По-моему, 7-е колено считается. Ну вот, как-то так. Как-то так. Что еще можно сказать про тейпы? Все вот эти про какие-то кланы, там, это все обман, это все пропаганда, русские там рассказывают. Абсолютно 100% пропаганда. Понимаете? Например, есть Нашхо из тейпа, которые меня люто ненавидят, а есть с других тейпов, которые готовы там рядом со мной идти до конца. И независимость от твоего кровного там происхождения и так далее. Поэтому вот как-то так. Надеюсь, я доходчиво объяснил. Так. Это идеология фашистской Российской Федерации. Начинают учить с детского сада ненависть к нерусским. Это правда, это 100%. Конечно же, вся идеология, вся эта ксенофобия, русизм, это, конечно же, все имеет место, это правда, однозначно. Но не каждый пойдет убивать 10-летнего именно мальчика. Вот в чем вопрос. Понимаете? Просто вот так завести его, сказать, вот надо, вот ты должен, иди убей, вот там. И все, идет человек, совершает. Вопрос. Чеченцы в большинстве поддерживают палестинцев. Палестинцы не признают Ичкерию, поддерживают Путлера в российско-чеченской войне. Как это работает? Спасибо за ответ. Это отличный вопрос, Израиль Корфер.
А, Но я не знаю, как это работает. Я разъясняю, занимаюсь разъяснительной работой. И знаешь, когда ты объясняешь чеченцам, как вы можете оказаться в одном окопе с теми, кто призывал нас уничтожать. Как вы можете с ними вместе? Путин у них герой. Хотя и для Натаньяху Путин друг, но и для арабов, для евреев он точно не герой и не друг. Может, там для отдельных каких-то российских евреев, может, он друг. Но в целом и для государства, и для Израиля, Россия, Советский Союз всегда были врагами. И очень много зла принесли еврейскому народу. Мы это прекрасно знаем. Но и когда ты чеченцам объясняешь, что, смотрите, это все обман. И знаете, чеченцы слышат. Просто ведется огромная, мощная пропаганда, и чеченцы многие не анализируют происходящее. Вот показывают братья-мусульмане, которых там зверски, жестоко убивают евреи, и все. И вот, да, все. Вот короткий такой отрезок правды, да, какой-то, да, идет страшная война, убийства, разрывы, Израиль побеждает, как обычно, если кто-то сильнее, значит он не прав, а кто проигрывает и слабый, значит он прав, это психология человека. И вот так это работает. Но знаешь, я тебе скажу, при всем при том, что ты видишь здесь в интернете огромное количество антиеврейских, антисемитских комментариев, которые пишут якобы чеченцы, я тебе могу со всей ответственностью сказать, что это не так, во-первых. А во-вторых, я не знаю практически ни одного чеченца. Есть антисемиты, я знаю таких, но их практически нет, который бы был антисемитом. Просто нету в чеченской культуре, этого просто нет от слова совсем. Понимаешь? Поэтому очень легко убедить чеченца, объяснить. Да, вот этот религиозный момент, который нам навязывается, он очень стойкий, устойчивый такой, да, что вот там евреи нападают на мусульман, убивают мусульман, значит мы должны быть на стороне мусульман. Но когда ты им рассказываешь, многие же необразованные, неграмотные, и многим вообще неинтересна эта политика. Все это делами, бизнесом, работой занимается. И ему просто готовый какой-то нарратив закладывают в голову, и он его транслирует. А по большей части, если ты разъясняешь, объясняешь, я этим как раз и занимаюсь. Многие понимают, многие очень даже понимают. Как-то так. Как-то так. Так, дальше. Психически больные есть везде. Главное понять, кто их направляет. Я считаю, что ФСБ направляет. Вот эти школ-шутинги, вот это все идет оттуда как раз. Масад, приветствую. Грузинский Масад, приветствую тебя. Ты прав почти во всем, но нет друзей у Нетаньяху, у Путина. Они не друзья. Но я долго не комментировал вообще Нетаньяху, потому что он евреев устраивает, вас он устраивает, значит, это ваш выбор. И сейчас он как бы во главе. Поэтому особого выбора у евреев тоже нет. Да? Приходит, и как у украинцев нет по Зеленскому, война идет. Да? Но недавно Нетаньяху сказал, что его связывают долгие, длительные, личные отношения с Путиным. После 7 октября, я ругал евреев, живущих в России, которые не поддержали Израиль. И кроме одного Сатановского, я на России не увидел ее. Да, некоторые, конечно, не все должны говорить, там, подвергать себя опасности, мы все понимаем, в какой угрозе находится. Но кроме одного Сатановского, после 7 октября, вот тех, кто там на России, пропагандисты разные, я не говорю, что они против Израиля, но они не высказались. Потому что небезопасно. И, по-моему, у Сатановского проблемы возникли из-за того, что он нам высказался. Его, по-моему, из канала откуда-то исключили. Но это можно потерпеть, понимаете, когда убивают 1200 ваших людей. Ну все, уже тут уже как бы черта уже прочерчена. Ты, ну, как бы ты не хотел понять ту сторону, ты уже не можешь быть на той стороне, потому что они заслали этих людей, которые убили 1200 человек. Понимаете? Вот о чем я имел в виду.
И недавно Нетаньяху говорит, что у него личные отношения с ним. Ну окей, хорошо. Это, конечно, мое отношение не меняет ни к еврейскому народу, ни к ситуации. Даже если я буду говорить, что евреи не правы, есть факты объективные, которые, как бы я ни поменял свое мнение, остаются фактами. Но Нетаньяху такое говорит, это тоже я не могу принять. Извините, я за справедливость. За справедливость. Так, вот главное, общество фашистской Российской Федерации, это большинство фашистского, воспринимает это как норму или даже приветствует, или равнодушно. Да, это я полностью согласен, да, даже оправдывает. Но опять же, мы должны понимать, что вот как троллятина, которая пишет антисемитские комментарии под якобы от имени чеченцев, точно такие же комментарии можно писать от имени русских. И у них огромное фабрики, огромное количество фабрик троллей, особенно с появлением искусственного интеллекта. Им еще легче это все делать. Да, это так. Друзья, я рад, что сегодня у нас произошел стрим, который я уже давно не проводил. Еще раз подводя итоги по поводу моего вопроса, 787 человек проголосовали, завершаю наш опрос. Если хотите, еще раз можете проголосовать, да или нет сказать. Провоцирует ли Россия межрелигиозную мировую войну? Да, ответили 32%, нет, ответили 68%. На этом я свой сегодняшний опрос заканчиваю. 788 человек проголосовало. Так же, как и сегодняшний стрим. Провоцирует, вот Моссад добавляем туда. Я тоже думаю, Моссад, что дело идет именно к такой провокации, межрелигиозной, чтобы отвлечь внимание от Украины. Это единственный способ, который может хоть как-то их сделать рукопожатными и так далее. И они к этому идут. Но дай Бог, у них ничего не получится, потому что мы все едины. Все, вне зависимости от религии, национальности, мы все против абсолютного беспримесного зла, которым является Кремль и ФСБ. Все будет Ичкерия, Нохчик, Андинду. Слава Украине, Ам Израиль Хай, God bless the United States of America and Germany. Всего самого хорошего, друзья. Адикюэль, Маш Оэль. До завтра.